İşte böyle sayılı dostlar, bizim balaçıklarımızı kuvandırdık. Efirimizni hep devam ettiğimiz ve hem de balaçıklar hem de ana babalar için meraklı olan sübetini de takdim etmeye kaşıqamız. Çünkü stüdyamızda musafir sanat hakkında, müzik hakkında laf öğreteceğimiz ve elbette ki bu stüdyada Veysel Hanukabı müzikal sürpriz de yankıracak. Ama bu birazdan son. Şimdi ise keliniz musafirimizden tanış olayıq. Evet, bizim stüdyamızda yaş sanatkar kız. O ilk yırını yazdı ve onu takdim etmeye bugün isteyiz. Stüdyamızda Yerce Диана Ганиева. Selam aleyküm Диана, hoş geldiniz. Как настроение, как началось утро? Отлично. В каве, как обычно. Вот. То есть утро у вас традиционно крымско-татарское. Есть ли свои какие-то секреты бодрого утра? Каким оно должно быть? Ну, секретов особых нет. Главное вовремя засыпать, чтобы был нормальный прежний график. Вот, высыпаться и вставать и начинать день с нового утра. С хорошего настроения, с хорошего нашего эфира, настроения. да. Да, Да. Диана, ты уже не первый раз у нас в студии, ты до этого была в составе ансамбля. Как давно ты поешь? Все началось в 8 классе. В нашу школу пришел педагог, ну, учитель по музыке, который вот смог привлечь людей в наш ансамбль. Мы и пели, и танцевали, и стихотворения рассказывали на крымско-татарском языке. То есть я считаю, что не каждый педагог может привлечь как много, ну, намного больше людей и заинтересовать. Ну, то есть это нужно жить своим делом, любить свою работу. Вот. И именно с этого времени началось ваше знакомство Да, с музыкой, да? У нас был хор изначально, пели в хоре многие песни, и так дальше подошло, что я уже начала сольно исполнять песни, как народные, так и современные, вот, на разных языках, азербайджанские, армянские. Мгм. Здорово. И расскажите нам, пожалуйста, вот с какой именно песни началась ваша сольная карьера? Мы знаем, что сегодня вы нам представите, да, одну из песен. А вот какая песня для вас является, что ли, знаковой, такой самой любимой, можно сказать, которую вы любите петь? Ну, первоначально все началось, конечно, с народной песни, крымско-татарских песен. Была первая песня, это «Бахчаларда Кестане». Мгм. Вот. Излюбленная песня. Да. Нашего народа, Да. в принципе, да. Бахчаларда Кестане. Затем появилась идея записать в студии. Идея родилась вот, когда я поступила. Была идея это на первом курсе. Тогда я еще хотела записать другую, конечно, песню, но в итоге передумала и записала современную, так как я посчитала, что, ну, подумала, что я максимально смогу передать свой голос, раскрыть его. И все, как мы знаем, что любовь — это сильное чувство, и как раз в этой песне будет петься про безответную любовь. Мгм. Это- Именно речь идет о той песне, которую сегодня вы представите нам. Да. Мгм. Мы Как она знаем. называется? Мгм. Вообще, как бы это кавер. Кавер на песню «Рафетуль Роман», «Онутурум О. Эльбет». Мгм. Но она будет у меня называться «Манане», в переводе, ну, «Что мне?». Мгм. Мангане. Мгм. Мангане? Манане. Расскажите нам, пожалуйста, как возникла идея, да, вот именно создать этот кавер, кто вам помогал в записи, как прошла для вас, да, вот запись этой песни, потому что это очень волнительно, ответственно. Ну, очень было волнительно, работа не из легких, но с такой командой, конечно, все прошло на высшем уровне. Записывала я трек в студии Fort Royal Beats, возглавляет Осман Джамалединов. С ним, ну, очень легко было записать песню, хоть я переживала очень сильно, потому что это все-таки первая песня. Вот. Слова мне помогли мои подруги. Мгм. Это Гульнара Мустафаева, она учится на филологии в Крымском инженерно-педагогическом университете, и моя одногруппница Эльмира Ханум. Мгм. Замечательно. То есть действительно командная, да, Да. такая работа, замечательно. А вы кто по профессии, да? Вы не музыкант. Нет, не Это музыкант. ваше хобби, да, которое переросло во что-то большее. Да, я учусь в Крымском инженерно-педагогическом университете на историка. Мгм. Вот, но Достаточно это мой серьезное хобби. направление, да. То есть Это музыка мой- это просто хобби. Хобби, но я собираюсь развиваться в дальнейшем профессионально. Многие очень спрашивают, заканчивала ли я музыкальную школу, либо, может, учусь на вокальном, но на самом деле это не так.
Вот. Возможно, ну, я считаю, что каждый человек умеет петь, просто нужно к этому идти, стараться, Развивать, да, свой развивать талант. свой голос. Так есть ли планы, да, вот в дальнейшем, скажем так, возможно, пойти учиться на это направление, сделать это непосредственно Конечно. вашей профессией такой? Конечно, у меня вот осталось полгода, как я закончу исторический, и я собираюсь пойти на вокальный и в дальнейшем как бы выпускать песни, таким образом, может, даже фиты с кем-то, то есть будут разных жанров, как, может, рэп даже попробовать, Мгм. вот, и народные, конечно. То есть попробуйте себя в различных Да, жанрах. да. Но все начинается, как у всех, я думаю, исполнителей, независимости, да, от национальности. Мне кажется, все начинают с народных песен, потому что это такой багаж, который нам оставили предки для развития, в принципе, творчества, для сохранения нашей культуры. Вы уже сказали, что народные песни тоже в вашем творчестве на особом месте. Какой вы нам сегодня кусочек, возможно, исполните акапельно из народной песни? Это будет «Бахчалар Дагестане», о котором Да, мы как говорили. традиционно уже исполню. Которую вы на всех, наверное, я думаю, и семейных мероприятиях, и друзья вас часто просят, да, Да, именно да, ее да. исполнить. Бахчалардан кестане, бахчалардан кестане, то кулюр дане дане, то кулюр дане дане. Amanım civanım gel yanıma, inceleri takayım boynuna. Amanım civanım gel yanıma, inceleri takayım boynuna. Машалла, Супер, пек гүзел. машалла. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем ты записывала побольше крымско-татарских песен, неважно, народные это, либо эстрадные новые песни. Авторские, да. Авторские Тем песни. более команда серьезная, как мы Да. уже поняли, да. Кому вот записала песню, кому ты дала первым на оценку? Первым на оценку, конечно, своим родным, близким. Ну, то есть песня, еще не было премьеры, премьера состоялась 31 декабря, Мгм. вот, знаменательно, скажем так. В первую очередь послушали мои близкие, потому что Осман Джамалединов мне заранее скинул, чтобы все было заранее готово, и фотографии, вот была фотосессия, фотографом был Али Самединов, и, естественно, после я вот дала послушать своему педагогу, с кем вот все, собственно говоря, начиналось. Это Мунивера Нафиевна. Вот, она Какая меня была похвалила. реакция? Ну, очень положительная, она не ожидала от меня. Ну, то есть я, как обычно, все делаю сюрпризом, чтобы это было неожиданно и приятно человеку. Вот, она не знала, что я буду записывать эту песню. А была ли критика? Там, Вне какие-то- зависимости, да, не да, от педагога, среди, а, да, возможно, может, ваши... родных, может, кому-то не либо понравилось. советы, да, просто. Были, естественно, и советы. Я когда выложила песню, то есть премьера, когда состоялась, было очень много положительных комментариев. Естественно, были и советы, ну то есть не какая-либо критика, а советы, как бы так вот поступить или так. Но, если честно, мне даже никакая критика не нужна, потому что я сама самокритична. То есть я, например, все равно ставлю постоянно выше планку, чтобы чувствовать результат и не останавливаться на достигнутом. То есть ты понимаешь, что нужно еще развиваться Да, конечно. в направлении вокала. Несмотря на то, что хвалят, говорят как бы положительные оценки свои, нужно все равно как бы продолжать развиваться. Да, я думаю, это для человека и творческого, и, в принципе, для любого человека никогда не останавливаться на достигнутом, а только вперед и вперед, что мы, в свою очередь, и желаем тебе, конечно же. Уверены, что в рамках нашей программы прозвучит еще много, да, премьер твоих различных песен. Сейчас уже спустя пару минут нашим телезрителям представим твою дебютную, записанную, да, работу. Что бы ты хотела пожелать нашим телезрителям и всем творческим ребятам, которые вот только хотят петь? Ну, я бы в первую очередь пожелала это вот ставить перед собой цели и самоотверженно идти к ним. То есть не останавливаться на достигнутом, как я уже говорила. Естественно, как и всех других людей, будут взлеты и падения, но нужно постоянно повышать планку для того, чтобы чувствовать этот результат как бы работы. Вот. Чок Савол, Савол. Диана, Салам. ждем премьеру твоей песни, желаем тебе всего самого наилучшего и приходи к нам в студию еще с новыми песнями. Сау İşte böyle саглы достар, келіңіз шымды қысқа тенефюс япайық Милет телеканалының проектлері ақында анонсларыны сейретейік. Бір аздан есе маңане адлы ер ilk сефер біздің студиямызда яңғырajақ.
Denizge ay uğradım ana ne, gün doğdu çiçek açtım ana ne. Benim acım sevgiden sana ne, istemeyim kelime. Elini başkası tuttum ana ne, gözlerini başkası kırdım ana ne. Benim acım sevgiden sana ne, istemeyim kelime. Unuturum elbet geleceğimde belli. Mende bittin artık sen, hesabını Tanrı'ya ver. Unuturum elbet geleceğimde belli. Mende bittin artık sen, hesabını Tanrı'ya ver. Bilmeyim sensiz geçken bu kaçıncı günüm. Hep seni sevdim ben, göremedim. Haklı haksız kim şimdi, emniyetli değil. Gece gündüz adını andım, duymadım. Gözlerin kör, dilin söyleyemez oldu bu sevgimni hak etmedi. Denizge ay uğradım ana ne, gün doğdu çiçek açtım ana ne. Benim acım sevgiden sana ne, istemeyim kelime. Elini başkası tuttum ana ne, gözlerini başkası kırdım ana ne. Benim acım sevgiden sana ne, istemeyim kelime. Unuturum elbet geleceğimde belli. Mende bittin artık sen, hesabını Tanrı'ya ver. Unuturum elbet geleceğimde belli. Mende bittin artık sen, hesabını Tanrı'ya ver. Unuturum elbet, unuturum elbet. Gözlerin kör, dilin söyleyemez oldu bu sevgimni hak etmedi.